Статистика пожаров в Якутии, информация о количестве возгораний и погибших с начала года. Санитарная очистка и благоустройство, на что акцентируют внимание в поселке Усть-Нера. Гонки без правил. Любители экстрима и острых ощущений испытали свои силы в пригороде Якутска. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. «Технологические возможности позволяют, и мы это сделаем», – заявил он. Сейчас объем поставок сжиженного природного газа из России увеличился в 2 раза. Напомним, запуск экспорта природного газа в Китай с Чиендинского месторождения назначен на 1 декабря. Работа по обустройству месторождения на завершающем этапе. Первые объемы поставок российского газа в Китай связаны с вводом Чиендинского месторождения в Якутии. Почти 700 пожаров произошло на территории Якутии с начала года. Больше половины из них в жилом секторе. Крупных возгораний и пожаров с массовой гибелью не зарегистрировано. На ликвидацию привлекалось 13 тысяч спасателей. В результате воздействия опасных факторов погибло 28 человек и 1 ребенок. Получили травмы 20 граждан, в том числе 8 детей. Огнеборцами спасено 33 человека и свыше 460 эвакуировано. Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству продолжается в Оymяконском районе, на что в первую очередь направлены силы в поселке Усть-Нера, расскажет Светлана Поцелуева. По общему мнению, внешний вид поселка портят разрушенные дома и нежилые строения. Поэтому в этом году администрация поселка к санитарной очистке подошла глобально. Расчищается протока, ведутся работы по углублению дна. С помощью выделенной старателями техники сносятся многоквартирные дома, вывозится габаритный мусор. Также ведутся работы по отлову бродячих безнадзорных собак. Затем нам предстоит выполнить работы по утилизации, сбору, вывозу этого крупногабаритного мусора, несанкционированных свалок, также старых заброшенных автомобильных кузовов. План мероприятия огромен, большой, поэтому мы не ограничены на проведение двухмесячника. Также будем продолжать вести работу, благоустраивать наш поселок. А накануне первомайских праздников в организациях поселка проходят трудовые субботники. Это самое хорошее, что есть, осталось от нашего Советского Союза, субботник. Это сплачивает народ, да, вот жителей поселка. Ну, труд же, он всегда вот народ сближается друг с другом, да, вот смотрят люди, работают. Хороший пример. Все вышли, люди как-то не безразличны, работают. Еще не везде можно провести уборку. Много вмерзшего мусора и непросохших луж. Но даже убрав поверхностный мусор, видно, что стало заметно чище. Всем вместе надо работать, всех подключать организации, молодежь. Если каждый из нас соберет хотя бы пакет мусора, насколько чище станет в нашем городе, поселке, селе. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Молодым специалистам «Алроса» выпал шанс пройти обучение у лучших тренеров международного класса, освоить научные теории и законы в области управления проектами. Какие из них реализуют в ближайшее время, расскажет Мария Урцева. Руслан Шарафиев в конце января 2019 года стал выпускником первой корпоративной программы «Потенциал Алроса». Полгода он и еще 27 молодых специалистов разрабатывали и защищали перед жюри свои идеи, как повысить эффективность алмазодобычи. Руслан говорит, полученные знания уже применяет на практике, а обучение помогло в карьерном росте. Полученные знания на потенциале Алроса прежде всего дали мне уверенность в себе для толчок к дальнейшему развитию. Если раньше я работал как по рабочей специальности, то теперь я стал ведущим специалистом и развиваю производственную систему на Нюрбинском ГОКе. Выпускники проекта «Потенциал Алроса» – молодые сотрудники до 30 лет, проработавшие в компании не менее года. Для участия они прошли строгий отбор через тестирование и написание эссе. Полгода молодые специалисты обучались по 5 образовательным модулям – от навыков публичного выступления до управления инновационными проектами. Программу провели приглашенные тренеры международного класса. К завершению обучения молодые специалисты разделились на 6 проектных команд. Свои итоговые работы они представили генеральному директору акционерной компании «Алроса» Сергею Иванову. Те, кто презентовал проекты, многие из вас
смогли это сделать даже лучше, чем некоторые сегодня могут члены правления компании, и за буквально 10 минут дать такой исчерпывающую информацию для широкой аудитории, презентовать проект. Это очень здорово, надеюсь, что это тоже результаты вашего обучения за истекший год. Я хочу пожелать вам еще раз удачи, в первую очередь удачи. Нам очень ценный опыт как раз первой группы, которая прошла. Мы дальше будем запускать и следующую группу уже в ближайшее время и будем стараться передать ваш опыт тем коллегам, которые придут после вас. Также по завершению обучения в программе «Потенциал Алроса» представили новый проект – «Клуб выпускников». Благодаря ему участники программы смогут общаться и искать новые идеи. Идеи того, как можно сделать работу алмазной компании более эффективной. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Вернулись из образовательного тура в Корею ученики Амгинской школы. 20 ребят приняли участие в международном фестивале по робототехнике. Кроме того, школьники получили опыт общения с носителями английского языка и улучшили свои разговорные навыки. Помимо образовательной программы, для участников тура подготовили экскурсии. Теперь в сентябре Амгинская школа ждет делегацию из Кореи. В нашу группу попали дети, которые действительно интересуются робототехникой и английским языком. Очень нам приятно и отрадно было то, что корейская сторона приняла нас очень тепло, искренне. Все питание и размещение было обеспечено со стороны корейцев. Ответный визит делегации Южной Кореи мы ждем в сентябре текущего года. Коллекция портретов из кусочков цветного скотча и липкой ленты представлена в алмазной столице в рамках молодежного фестиваля «Мирный поет о мире». Речь идет о работах призера международной выставки «Арт Вик» Евгения Селянкина. Такой стиль нанесения изображения называется тейп-арт или скотч-арт. Направление впервые зародилось в США в 1986 году. В России в этом стиле работают всего несколько человек. Представляя проект «Играй себя», художник поделился. Коллекция будет пополняться новыми лицами и будет считаться незавершенной на протяжении всей жизни. Художник также работает в таких техниках, как стрит-арт, боди-арт и поп-арт. Мне нравится передавать эмоции, настроение. Каждый из этих людей, которые здесь представлены, прошли тот или иной путь, преодолевая какие-то проблемы и прочие трудности, и сделали себя такими, какие мы их знаем сейчас. И думаю, каждый человек должен через это пройти и найти себя. Любители экстрима и острых ощущений испытали свои силы на гонках без правил в пригороде Якутска Жатаи. Подробности у Сусанны Рожиной. Пыль, грязь, скорость и адреналин – все это здесь происходит здесь, на жатайских виражах, где проходят гонки без правил. Из 13 участников к финишу пока пришли только 4, остальные уже перевернулись. Всего на 2 гонках участвовали более 20 экипажей. Организаторами заездов выступила Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта республики. С каждым годом увеличивается количество участников и улучшается уровень подготовки гонщиков. Количество машин растет, да, подготовленных. Машины собирают, готовят. Юниоры у нас машины собирают. Вот, кстати, вот обратите внимание, вон 27-й номер, да, это юниорская машина, собирали дети сами. Самые молодые и амбициозные участники гонок практически весь год готовились к открытию сезона. Потому что спорт – это болезнь, наверное, и спорт затягивает. Вот. Ну, мы построили машину для юниорского класса. У нас вообще был первый «Москвич». Вот. На нем мы ездили по полигону нашему, тренировались. Вот. Потом мы построили задние приводы. Ну, это был старый автомобиль, то есть бывший участвующий в гонках без правил. Вот. И в прошлом году мы выехали на жатайские виражи в августе на первый юниорский автокросс. Уже сейчас подрастает целое поколение любителей автогонок. Так, 9-летняя Марина Зарицкая, которая сейчас болеет за отца, уже готовится стать в будущем профессиональной гонщицей. А пока она папин талисман. Благодаря ей он сегодня выиграл заезд. И вот папа мне купил машину, и я начала ездить. Через 5 лет поеду на гонки. С согласием родителей с 14 лет ребята, вот тут некоторые участники ездят. Да, в ледовых гонках с 14 лет. Вот тут. Какие автомобили должны быть?
Вот точно такой же автомобиль, ничем не отличающийся, такая же подготовка, просто надо согласие родителей. С каждым годом растет интерес людей к организованным заездам. Это в первую очередь возможность выброса адреналина на безопасном треке, а не на дороге общего пользования. Благодаря таким соревнованиям растет и культура вождения, и увлеченность автомеханикой. Участники своими руками тюнингуют своих железных коней и готовят их к гонкам. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск, Жадай. Еще один турнир, но уже по мини-футболу среди женщин, прошел в эти выходные в Якутске. Какая команда оказалась сильнее всех, знает Кристина Якупова. Жестокая борьба, накал эмоций – все как у мужчин. Теперь и женские сборные могут показать мастерство в республиканском турнире по мини-футболу. Организатором соревнований выступил преподаватель Северо-Восточного федерального университета Дуро Даниэль Адееми. В Якутск приехал из Нигерии и работает тренером больше 5 лет. Я вижу, чтобы только юношеский футбол развивать, и женский нету. И у меня такие смыслы, что зачем женский не можешь играть в футбол. Вот поэтому я думаю, что как тренер, молодой тренер, вот я поговорим с управлением в КИМС и с у них поддержка. Они нам поддерживают, чтобы это соревнование проходит. За кубок играли 6 команд из Оленька, Вилюйска и города Якутска. Всего в турнире приняли участие 63 спортсменки. Эта игра для нас первая, такая большая масштабная игра. Некоторые девочки даже начали играть только год назад. Они впервые увидели, что такое футбольный мяч. Некоторые играют с давнего. Я играю уже со школы. В принципе, я их стараюсь поддерживать. Стремиться девушкам есть к чему. Развивать этот вид спорта в республике организаторы планируют и дальше. В следующем году в турнире планируется участие не только студенческих, но и городских команд. В университете, да, и в республике, потому что у нас очень много девушек учатся из разных улусов, городов. И вот они хотят тоже тренироваться, участвовать на соревнованиях, поэтому будем стараться их поддержать. По итогам всех матчей победу одержала команда сборной СВФУ. Вторыми стали представительницы из Вилюйска. И третье место заняла команда Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Якутск. Оставайтесь с нами, будьте в курсе главных событий. Еще больше информации на нашем сайте jak24.ru.